Документальные фильмы нашего телеканала «Заслуженный артист ГУЛАГа» и «Русский Страдивари» первыми из видеоматериалов размещены в Национальной электронной библиотеке Республики Коми. Первый фильм рассказывает об истории создания в 1943 году Воркутинского театра, а второй — о великом балалайчном мастере коми-зырянине Семене Налимове. О том, как принимали новую работу «Русский Страдивари», знает Татьяна Супряткина. Презентацию нового фильма нашего телеканала «Русский Страдивари» провели не только в Сыктывкаре, но и в представительствах Коми в Москве и Санкт-Петербурге. И это не случайно. Большинство интервью и эпизодов было снято именно в этих городах, где в музеях и частных коллекциях хранятся инструменты Налимова. В северной столице на презентацию пригласили музыкантов Андреевского оркестра, которые сыграли на балалайках и домрах Семена Ивановича. В январе фильм был показан в эфире Бежецкого независимого телевидения. Напомним, что именно в Тверской области работал Семен Налимов, а в Бежецке жил его единомышленник, друг и владелец музыкальной мастерской Василий Андреев. В этом году бежечане отмечают 160-летие со дня его рождения. Получилась серьезнейшая работа, как в плане фильма самого, его художественных достоинств, потому что фильм очень красивый, но это еще и очень серьезная исследовательская работа. В начале февраля фильм «Русский Страдивари» посмотрели студенты Воркутинского филиала колледжа искусств и ученики городской музыкальной школы. Они спрашивали, как удалось договориться на интервью со всемирно известными балалайшниками и виртуозами Алексеем Архиповским и Андреем Горбачевым. Конечно, безусловно, очень интересно узнать мнение ведущих музыкантов, балалайшников, о инструментах. Очень интересно они отзываются о них. И интересно, изнутри как бы. Я бы даже этот фильм использовала у себя в курсе истории исполнительства. Вначале у нас есть прям тема, мы проходим и про Семена Ивановича Налимова, и про Андреева, и про его оркестр. И этот фильм был бы очень интересен. Фильмом «Русский Страдивари» заинтересовалась и Национальная библиотека Коми. По ее инициативе эту и другую документальную работу Юргана «Заслуженный артист ГУЛАГа» разместили на электронной площадке Главного книгохранилища Республики. Это на самом деле первые фильмы. До вот этих фильмов мы не размещали. Вы являетесь первыми на сегодняшний день. Мы их разместили для широкого круга читателей. Для людей, кто интересуется краеведением, кто интересуется историей родной земли. Да, и второй момент. Национальная электронная библиотека, она не имеет границ. Ее могут смотреть не только жители республики. Ее можно смотреть и за пределами республики, и за пределами даже Российской Федерации. То есть у нее нет границ. Фильм о Семене Налимове был создан нашим телеканалом к 100-летию республики. Это дань уважения великому земляку, о котором мы знаем непростительно мало. Его балалайки, домры, гусли, как и скрипки Страдивари, входят в золотой фонд мировой музыкальной культуры. Татьяна Супряткина, Елена Красильникова, Павел Люленмин, телеканал Юрган.